الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня Юсуф Хазрат не смог провести урок, поэтому попросил продолжить цикл лекций, которые относятся к урокам поминания Аллаха. И тема, которая должна сегодня быть, это тема ниспосылания Корана в месяц Рамазан. Ниспосылания Корана в месяц Рамазан. И мы должны знать то, что самое величайшее благо, которое Аллах Субхану ва Тааля даровал человечеству, даровал верующим, это ниспосылание Корана. Это Коран, это священная книга, это развлечение между истиной и заблуждением, правдой и ложью. И поэтому Коран это то, что ниспослал Аллах Субханаху ва Тааля. И мы должны быть благодарны Аллаху Субханаху ва Тааля за эту милость, которую Он одарил всех своих рабов, и в которой в книге, в Коране восхвалил самого себя, а также указал нам правильный путь, как нам строить жизнь в этом мире. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране во многих аятах возвеличивает Коран. Говорит то, что это не просто какая-то простая книга, это великая книга. И во многих аятах из Корана Аллах Субханаху ва Тааля говорит следующие слова. Например, в суре Фуркан, развлечение, первый аят, Аллах сказал: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Благословен тот, кто ниспослал развлечение своему рабу, чтобы он предостерег миры. И Аллах Субханаху ва Тааля вот именно ниспосыланием восхваляет самого себя. Именно то, что он ниспослал эту книгу своему рабу, он возвеличивает себя и говорит: благословен тот, кто ниспослал развлечение. И, конечно же, под словом развлечение здесь подразумевается Коран. И слово фуркан, которое переводится как развлечение, оно является одним из имен Корана. Одним из имен Корана, которым Аллах Субханаху ва Тааля называет его в этом писании. Также в другом аяте, в суре Зумар, Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Танзилюль китаби мин Аллахи аль-азизиль хаким». Аллах, который Писание ниспослано от Аллаха, могущественного, мудрого. «Инна анзальна илейкаль китаба биль хакки, фа'будиллаха мухлисан лахуддин». Поистине мы ниспослали тебе Писание с истиной, и поэтому поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. «Аля лилляхи ддинуль халис». И чистая вера должна быть посвящена или может быть посвящена только лишь одному Аллаху. И вот в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит то, что Он ниспосылает Коран, Он использует эпитеты, Он использует свои имена, Он использует свои качества, которые указывают на Его могущество, на Его величие. Аллах Субханаху ва Тааля таким образом, как я уже сказал, восхваляет и возвеличивает себя, упоминая вот эти вот имена. Аль-Азиз, могущественный, Аль-Хаким, мудрый. И поэтому, когда Аллах Субханаху ва Тааля перечисляет свои качества с каким-нибудь Его творением, или же Его писанием, Его словами, Кораном, то это указывает на величие этой вещи, которое пришло в этом аяте, где Аллах Субханаху ва Тааля восхваляет себя и перечисляет свои имена и свои качества. Также в следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля в суре Шуара 192-195 аяты Аллах говорит: «Ва-иннаху латанзилу раббил алямин». Поистине это было ниспослано Господом миров. «Назаля бихи рухуль амин». И с этим, с Писанием, с Кораном низошел верный дух, то есть Джибраиль, ангел Джибраиль. «Аля кальбика литакуна миналь мунзирин».
снизошел к твоему сердцу, да, на твое сердце, для того, чтобы ты стал предостерегать. Билисанин арабиим мубин. И Коран был ниспослан явным, ясным арабским языком. И поэтому, кем бы мы ни являлись, представителями какой бы нации, на каком бы языке мы ни разговаривали, но мы должны понимать то, что именно священный Коран, читая который мы надеемся на награду Аллаха, читая, используя Коран в намазе, мы пытаемся приблизиться к Аллаху, мы все должны понимать то, что Коран был ниспослан лишь на арабском языке. И поэтому вся та награда, которая указывается в сунне пророка, саллаллаху, например, пророк Мухаммад, саллаллаху, сказал, да, то, что за каждую прочитанную букву в Коране 10 наград, да, и я не говорю алиф лям мим, это одна буква, да, но я говорю алиф это буква, лям это буква, мим это буква. То есть алиф лям мим, маленькое произношение, уже содержит в себе 3 буквы, за которые пишется 30 наград. И эта награда касается лишь арабского Корана. Коран, который был ниспослан на арабском языке. Если же мы читаем именно перевод смыслов, тафсир и так далее, за то, что мы просто прочитали, награды уже нет. Однако награда будет, если мы будем получать знания, если мы будем размышлять, если мы будем укреплять свою веру. Награда есть тогда, да. Однако вот именно за факт прочтения награда дается лишь только за чтение Корана на ясном арабском языке. И поэтому даже в молитве, когда мы совершаем намаз, да, если мы прочитаем Коран в не арабском языке, да, например, «Альхамду лилляхи раббил алямин», да, «Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров». Если мы будем это говорить на русском языке, наш намаз недействителен. Почему? Потому что мы сказали что-то, что не является из Корана. Мы сказали что-то, что не является частью молитвы. Даже если это является прямым переводом или же ближайшим переводом его смыслов. Поэтому в намазе или же в иных поклонениях, да, мы должны читать именно так, как он был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ясным арабским языком. И только лишь за это можно сказать то, что достоинство арабского языка перед другими языками, только лишь хотя бы за то, что Коран был ниспослан именно на нем, мы можем уже говорить, то, что это поистине возвеличивает арабский язык над остальными языками. И также в хадисах приводится то, что в раю люди будут говорить, обитатели рая будут говорить на арабском языке. И в целом, арабский язык является ключом для огромной кладези знаний, в том числе исламских. Потому что мы, те, которые далеки от арабского языка, которые не знаем арабский язык, мы, к сожалению, являемся заложниками именно той литературы, которая есть на нашем языке. И все. Почему? Потому что мы не можем, развиваться дальше, изучать труды ученых дальше, да? Потому что они все практически написаны на арабском языке. И поэтому, к сожалению, да, но когда мусульмане, их поколения забывают арабский язык, не изучают арабский язык, не требуют знаний именно, чтобы изучить арабский язык, это потихоньку их отдаляет от исламского наследия. Потому что все великие ученые, которых мы знаем, да, они писали на арабском языке. Даже наши татарские ученые, Ризаддин бин Фахруддин, Шихабуддин Марджани и остальные, да, они писали на арабском языке. Их труды, есть у них труды, которые они писали на арабском языке. И поэтому арабский язык, он должен для нас быть особенным языком. Он нужен нам не для того, чтобы торговать, взаимодействовать с остальными жителями, или же вести бизнес, там, или туризм там, и так далее. Да? Он в первую очередь нужен нам, чтобы мы подготовились к ахирату, чтобы мы увеличивали свои знания, чтобы мы понимали слова Аллаха Субханаху Тааля, которые Он ниспослал, или же сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому арабский язык, ему должно быть особое место в наших сердцах. Также Аллах Субханаху Тааля в суре Бакара, в 185 аяте говорит: «Шахру Рамадан, аллади унзиля фихи аль-Кур'ан, худал линнаси ва байинатин миналь худа валь фуркан». И месяц Рамазан, в
котором был ниспослан Коран, и в нем прямое руководство для людей, и явные доводы из прямого руководства и развлечения. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте показывает нам то, что месяц Рамазан в первую очередь связан с Кораном. В первую очередь связан с Кораном, потому что именно в месяц Рамазан Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал эту книгу, в которой для нас указал верное руководство в нашей жизни. Нашего поклонения, наших мирских дел, наших взаимоотношений, нашего воспитания, родители, дети, мужья, жены и так далее. Да? Все это указано в Коране. И также Аллах Субханаху ва Тааля возвеличил этот месяц, месяц Рамазан, именно тем, что в этот месяц мы совершаем третий столб, или же четвертый столб, как некоторые ученые говорят, да? Четвертый столб ислама – ураза. Мы постимся в месяц Рамазан. И особенное поклонение ураза, пост, сиям, да, который происходит только лишь в обязательном порядке, только лишь в месяце Рамазан. И также ученые говорят, то, что Коран – это священное писание от Аллаха. И мы, когда говорим то, что мы верим в Коран, мы также должны веровать и в предыдущие священные писания, которые ниспосылались другим предыдущим пророкам. Пророку Ибрахиму, пророку Нуху, да? Муса, Иса, Дауд, им ниспосылались священные писания. Кому-то свитки, кому-то книги. И в хадисе, который приводится в сборнике Аль-Муснад имама Ахмада, а также в Му'джам Аль-Кабир Табарани, да, говорится, то, что свитки Ибрахима были ниспосланы в первую ночь месяца Рамазан. То есть месяц Рамазан, он особенный месяц, и в нем ниспослался не только Коран, но и остальные священные писания. И вот в этом хадисе говорится то, что свитки Ибрахима, они ниспослались в первую ночь месяца Рамазан. Тора, да, священная книга, которая была ниспослана Мусе, алейхиссалям, она ниспослалась шестой ночью Рамазана. То есть на шестой день, на шестую ночь месяца Рамазан. Инджиль, Библия, да, она была ниспослана в 13-й день месяца Рамазан, да. А Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал Коран 24-ю ночь или 24-й день месяца Рамазан. Относительно этого хадиса есть, конечно же, разногласия среди ученых, достоверен он или нет. Однако имам Ахмад сказал, то, что я надеюсь, то, что это является достоверным, правильным хадисом, и все его передатчики заслуживают доверия. Из этого хадиса мы что понимаем? Из этого хадиса мы понимаем то, что все священные писания, которые Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал, они были именно в месяц Рамазан. И поэтому месяц Рамазан, его достоинство в посте, в уразе, да, а также то, что Аллах Субханаху ва Тааля избрал этот месяц для того, чтобы ниспосылать откровения своим пророкам. И нужно сказать, да, то, что предыдущие священные писания, они все ниспосылались одним разом. То есть Инджиль – это книга, Таура – это книга, да? Сухуф Ибрахим, свитки Ибрахима – это страницы, это не целая книга, это страницы, да? В которых Аллах Субханаху ва Тааля призывал к единобожию, поклонению Аллаха, ниспосылал различные шариаты, различные законодательства, предписания, да? Пророку Нуху. Однако это были свитки, это были страницы. Но целой книгой было ниспослано Таура, Инджиль, как указано в этом хадисе, но не Коран. Аллах Субханаху ва Тааля – это последнее священное писание, которое Он ниспослал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, да? Он не дал эту книгу одним разом. Он разделил на множество частей и ниспосылал через ангела Джабраиля частями, да, аят за аятом, сура за сурой на протяжении многих лет. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит в суре Духан в 3 аяте: «Инна анзальнаху фи лейлатин мубарака». Поистине мы ниспослали его, то есть мы ниспослали Коран в благословенную ночь.
И также Аллах Субхану ва Тааля в суре Кадр говорит, да, «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Поистине мы не спаслали его, то есть мы не спаслали Коран в ночь предопределения. И также Аллах Субхану ва Тааля в предыдущем аяте, который мы уже читали, да, говорит, то, что «Шахру Рамадан аллади унзиля фихил Коран». Месяц Рамазан, в котором был ниспослан Коран. Как понять? Мы же сейчас только что сказали, то, что Коран ниспосылался аят за аятом, сура за сурой на протяжении 23 лет, с момента начала пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи, до самой его смерти. Прошло 23 года. А тут Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, то, что Он ниспослал в благословенную ночь, в ночь предопределения, ниспослал Коран в месяц Рамазан. Как это собрать воедино? И ученые говорят, то, что Аллах ниспослал Коран из Лаухуль Махфуз, из хранимой скрижали на первое небо от земли. Первое небо от земли, и ниспослал его на Бейтуль Изза, дом величия. И, как сообщают ученые, праведные предшественники, говорят, да, то, что над Каабой, да, которая находится в Мекке, прямо над ней, на небесах, находится, на первом небе находится Бейтуль Изза, дом величия. Да? И на седьмом небе находится Бейтуль Ма'мур. В хадисах он упоминается, что в переводе означает населенный дом, где делают ангелы, тоже делают таваф, обход вокруг этого дома и заходят в этот дом. И в некоторых хадисах упоминается, каждый день по 70 тысяч ангелов заходят, и которые выйдут оттуда лишь во время судного дня. Да? То есть в хадисах указывается, что есть дома над Каабой на небесах. В каком виде, каким образом, мы этого не знаем. Мы ограничиваемся лишь тем, что сообщил нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И вот здесь вот ученые говорят, что Аллах ниспослал Коран в Бейтуль Изза, в дом величия, на первое небо от земли, если смотреть от земли, да, на первое небо, и уже оттуда на протяжении всего срока пророчества, аят за аятом, сура за сурой, ниспосылал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, которые часто были ответом на вопросы, которые часто были решением возникших споров, которые часто были выходом из ситуаций, которые сложились, и люди не знали, что делать. Или же были ответами на вопросы обладателей Писания, которые приходили к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, специально его проверить, задавали каверзные вопросы, или же задавали вопросы, на которые мог ответить лишь пророк, лишь посланник, да? И Аллах Субхану ва Тааля ниспосылал в качестве ответов аяты из Корана на вопросы обладателей Писания, и таким образом отвечал им. Но, как мы знаем из истории, да, это им не помогло, они не уверовали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в большей своей массе. И поэтому Коран был ниспослан целиком в ночь предопределения в месяц Рамазан, и уже оттуда, аят за аятом, ниспосылался частями на протяжении всего пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И сообщается то, что Ибн Аббас, это сподвижник, да, двоюродный братишка пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он был очень молодым, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже был в Медине, проповедовал, да, распространял знания, читал аяты из Корана. Он был молодой, мальчик был молодой, да. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал за него дуа и сказал: «О Аллах, научи его толкованию Корана». И, как мы знаем, дуа пророков, оно принимается. И Абдуллах ибн Аббас, он обладал большими знаниями. И его даже называли Бахр, море, да? Его называли Тарджуманул Коран, переводчик Корана, который растолковывает Коран. И даже сообщается то, что Абдуллах ибн Аббас говорит, то, что какой бы аят ни был в Коране, я знаю его смысл, я знаю его толкование. И поэтому Абдуллах ибн Аббас говорит, сообщает нам о Коране и говорит, то, что Коран был ниспослан целиком, да, на небеса земли. И оттуда он частями Аллах ниспосылал его своему пророку один за другим. То есть аят за аятом, сура за сурой.
И поэтому вот это вот мы должны понимать, да, то, что вот то, что мы сейчас читаем Коран, да, там иногда различные события, да, Аллах Субханаху ва Тааля, допустим, повествует о пророках, потом переходит на ответы, которые спрашивали у пророка Мухаммада, задавали ему вопросы, да, и то есть некоторые аяты из Корана были ответами. И мы думаем, да, мы сейчас понимаем то, что это не спосылалось по чуть-чуть, но целиком именно в том виде, вот, который мы сейчас видим на полках, да, именно в таком вот виде он был ниспослан на небо земли, ни в каком другом виде. И поэтому из убеждений ахлю сунна валь джамаа, обладателей сунны и согласия, да, твердо мы верим в то, что мусульманин ни в коем разе не может отрицать даже букву из Корана. Потому что отрицание того, то, что хотя бы буква или аят, относительно сомнений этого аята, является ли это частью Корана или же нет, это является неверием, как говорят ученые. Поэтому Коран целиком и полностью мы должны веровать в него от начала до конца и должны знать то, что он именно в таком виде был ниспослан на небеса, а затем уже пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Также сообщается то, что Абдуллах ибн Аббас сказал, Коран был ниспослан целиком на небеса земли в ночь предопределения, а затем на протяжении 20 лет не спосылался. И затем он прочитал аят из Корана. «Валя я'тунака биматалин илля джи'нака бильхакки ва ахсана тафсира». И когда многобожники рассказывали тебе какие-то притчи, приводили тебе какие-то притчи, мы открывали тебе истину и лучшее толкование. То есть в качестве ответа вот на их заблуждения, на их разные сказки, на их разные там притчи, да, на это Аллах Субханаху ва Тааля открывал истину и давал наилучшее толкование этим словам, которые говорили пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И прочитал другой аят, в котором говорится: «Ва Кур'анан фаракнаху литакрааху аля наси аля мукф ва наззальнаху танзиля». И мы разделили Коран для того, чтобы ты не спеша читал его людям, а также мы не спаслали Коран частями. Также сообщается то, что один из ученых, Атия ибн аль-Асвад, сказал, обращаясь к Абдуллаху ибн Мас'уду, это был таби'ин, да, обратился к Абдуллаху ибн Мас'уду и говорит: в моем сердце поселилось сомнение, да, относительно слов Аллаха. Аллах говорит: «Шахру Рамадан аллади унзиля фихи аль-Кур'ан». Месяц Рамазан, в котором был ниспослался Коран. А также Аллах говорит: «Инна анзальнаху фи лейлатин мубарака». И мы ниспослали его, то есть Коран, в ночь благословенную. А также Аллах говорит: «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Поистине мы ниспослали его в ночь предопределения. Да? И мы знаем, говорит, этот ученый продолжает, этот таби'ин говорит, но мы знаем, то, что Коран ниспосылался и в месяц Шауаль, и в месяц Зуль-Ки'ада, Зуль-Хиджа, Мухаррам и так далее, и так далее. В остальные месяцы тоже не спосылался. И как же это теперь понимать? И на что Абдуллах ибн Аббас сказал: поистине Аллах не спаслал его в месяц Рамазан, в ночь предопределения, в благословенную ночь целиком, а затем потихоньку, по частями, маленькими частями читал, не спосылал его на протяжении месяцев и дней. И если задуматься, зачем Аллах Субханаху ва Тааля не спосылал Коран частями? В чем мудрость? Почему не целую книгу? Да? Во-первых, Аллах Субханаху ва Тааля подобным образом дает нам понять то, что Коран это не простая какая-то книга. Коран это не какая-то обычная книга, которую можно залпом, упоением прочитать и все, и закрыть, и об этом забыть. Нет. Коран это слова Аллаха. Это чудо, которое Аллах Субханаху ва Тааля не спосылал. И поэтому, чтобы люди вняли это, люди поняли ценность Корана, чтобы люди воспроизвели его на своей жизни, да, в своих делах, да, вот именно для этого Аллах Субханаху ва Тааля по чуть-чуть не спосылал аят из Корана. И поэтому вот мы сейчас читаем, допустим, сообщение, то, что Умар ибн аль-Хаттаб
второй праведный халиф, да, ближайший друг пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и самый его близкий человек после Абу Бакра, да. И говорится то, что он заучил суру Бакара на протяжении 8 или 10 лет. Как так? Сура Бакара 50 страниц, да? 50 страниц. Если поднапрячься, как говорится, да? Если по странице в день, да хотя бы в неделю, если, да? За 1 год можно выучить. Как он так растянул его на столько-то времени, да? То есть это, как сказать, нормальный вопрос, который возникает в голове человека. Но мы должны знать то, что сподвижники, они не просто заучивали. Они тут же его претворяли в жизнь. И они, как говорится, да, в некоторых сообщениях, они заучивали по 10 аятов и не переходили к следующим 10, пока не станут делать амаль, пока не станут совершать деяния на основе того, что они читали, на основе того, что они выучили. Понимаете? И поэтому тот человек, который читает Коран, заучивает Коран, но Коран не действует на него, не действует на его веру, не действует на его богобоязненность, его дела не исправляются, да, то получается Коран, он дальше глотки его не прошел, он так и остался на языке, он не прошел дальше в сердце, он не прошел дальше в душу его, да, так и остался. И к слову сказать, хавариджи, это первые заблудшие люди, которые откололись от ислама. Пророк Мухаммад, саллаллаху, предостерегал нас от них. И говорил, они прочитывают Коран, они читают Коран, да? И даже говорит, вы свои намазы будете считать за ничто рядом с их намазами. Как будто ваш намаз это вообще ни о чем. Ваша ураза, говорит, рядом с их уразой хавариджи, это, говорит, как будто просто какая-то игра. Это вообще ни о чем. Это маленькая вещь, да? Они, говорит, читают Коран, но Коран не проникает их дальше их глотки. Они читают Коран, они заучивают Коран, но Коран им не помогает. Они не мыслят над Кораном. Они не размышляют, они не получают пользу из Корана. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля подобным образом всех нас укрепляет именно, чтобы мы впитали в себя Коран, чтобы мы полюбили Коран, да? Чтобы наши дела, наша жизнь изменилась. И поэтому некоторые предписания ислама, они не были сразу же, вот сегодня, допустим, все, сегодня запрещено, и завтра уже вы не должны этого делать. Они были поэтапно. Для чего? Для того, чтобы это укрепилось в их сердцах. Как, например, запрет хамра, да? И Аиша, мать правоверно, говорила, то, что если бы Аллах, субханаху тааля, в Коране не спаслал однозначный сразу же большой запрет на хамр, да, люди бы, говорит, не восприняли бы это. Однако, со временем, поэтапно, и в итоге, когда люди были готовы, их сердца были готовы, да, когда Аллах Субханаху Тааля не спаслал то, что хамр харам, все полностью, да, целиком и полностью, в Медине, говорит, начали течь реки, когда люди выливали то, что у них хранилось дома, из хамра. И поэтому Аллах Субханаху Тааля тем самым, да, то, что Он не спасал Коран частями, показывает нам величие этой книги. Величие этой самой книги. А также этим самым Аллах Субханаху ва Тааля показывает и величие своего раба, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь Он его избрал среди всех людей. Он избрал самого достойного человека, самого любимого для себя человека. Да? Избрал его из самых наилучших народов, из наилучшего племени, из наилучшего рода, из наилучшей семьи, избрал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И именно ему доверил ниспосылание Корана на протяжении 23 лет. Не кому-то другому. Кто-то другой, возможно, даже не вытерпел бы это, не смог бы понести эту ношу. И поэтому этим достойным человеком был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, самое любимейшее создание Аллаху субханаху ва тааля. И также Аллах этим самым, да, возвеличил месяц, в котором он был ниспослан, месяц Рамазан, так ведь, и возвеличил ночь, в которой он был ниспослан в дом величия, это ночь предопределения. И в поклонении в эту ночь, и именно эту ночь мы выжидаем в конце месяца Рамазана. Именно мы стараемся попасть на нее, делать дуа во время в этой ночи, да? Совершать поклонение именно в эту ночь. Потому что она нам ценна, вот последние 10 дней как раз таки нам и ценны тем, то, что мы пытаемся застать ночь предопределения. Хоть мы и не знаем прямых, явных признаков, или точно не можем быть уверены, то, что такая-то ночь, это будет ночь
предопределение. И поэтому Аллах Субханаху Тааля в суре Аль-Кадр говорит: «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Поистине мы ниспослали его, Коран, в ночь предопределения. «Вама адрака ма лейлатул кадр». И что же тебе известно о ночи предопределения? «Лейлатул кадри хайрум мин альфи шахр». И эта ночь, ночь предопределения, лучше, чем 1000 месяцев. «Таназзалу аль-малаикату вар-руху биизни раббихим мин кулли амр». И в эту ночь снисходят ангелы и рух, Джибраиль, да, с дозволения их Господа, с его указаниями. «Салямун хия хатта матула'иль фаджр». И она будет мирной, тихой, спокойной, да, пока не наступит утро следующего дня. И нужно также сказать то, что Аллах Субханаху ва Тааля, уже мы об этом и говорили, да, то, что Аллах возвеличил месяц Рамазан и тем, то, что это является месяцем уразы, месяцем поста. Также в месяц Рамазан Коран был ниспослан в месяц Рамазана. И месяц Рамазан ученые по-другому называли месяцем Корана, месяцем чтения Корана. И мы, да, в остальные дни тоже, но особенно в месяц Рамазан должны просто так читать Коран. Вообще просто открыть Коран, да, по памяти должны читать, если мы знаем как бы хотя бы там несколько, да, и в намазах то же самое. Увеличивать наши намазы, читать их длинно, да, и стараться читать как можно дольше Корана в наших намазах. И поэтому вообще основа в намазе, когда мы читаем намаз, да, чтобы мы его совершали настолько, насколько это возможно, читали его длинно. То есть, а как можно удлинить намаз? Каким образом? Читая Коран, потому что остальные все зикры, там ничего не добавишь. Можно добавить лишь где? Когда мы прочли суру Фатиха, да, и после этого начали читать суру, вот там вот можно добавить. А в остальных местах где ты еще добавишь, да? И поэтому основа в намазе, это чтобы мы читали намаз длинным образом, да, удлиняли его. Однако, когда мы читаем намаз с джамаатом, да, то основа в этом является то, что нужно намаз читать полегче, покороче. Понимаете? Это указание шариата именно имамам, то, чтобы они сокращали молитву, не делали ее длинной, тяжелой для тех, которые стоят за молящимися, да? При указании шариата молящимся за имамом проявлять терпение, а не просто так уходить, или же там потом после намаза говорить: что-то этот имам меня напрягает, что-то он длинно читает, да, пойду-ка я в другую мечеть, особенно в месяц Рамазан, да, ну, мы же знаем то, что есть некоторые мечети, где вообще быстро читают, весь таравих могут прочитать там за 20 минут, за 30 минут, где-то могут за час прочитать, где-то могут за 2 часа прочитать. И есть люди, которые специально как бы ищут что-нибудь полегче, да, чтобы, как говорится, не напрягаться. И вот это вот, эти люди, они противоречат тому, что им было указано шариатом. Понимаете? То есть они должны стараться проявлять свое усердие именно в месяц Рамазан. Понимаете? И поэтому, как говорится, тут палка о двух концах. Да? Если имамам было указано, чтобы они сокращали молитву, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, когда, в хадисе, да, то, что когда, говорит, я становлюсь имамом, каждый раз я хочу ее удлинить. Я хочу ее длинно прочитать. Но когда слышу, говорит, плач какого-то ребенка, я сокращаю ее. Почему? Потому что это может повлиять на ее мать ребенка. Она не будет думать об Аллахе, она будет думать, почему он опять заплакал, там кушать ли он хочет, там, или памперс нужно поменять, еще что-нибудь, да? Будет отвлекаться от молитвы. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже говорит, то, что в другом хадисе, да, уже прямыми словами, да, то, что сокращайте молитвы, потому что за вами могут читать с детьми, да, женщины с детьми, могут читать пожилые люди, или те, у которых есть какие-то дела, которые нужно срочно сделать. И во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, случилась такая интересная история. Это случилось со сподвижником Муаз ибн Джабалем. И Муаз ибн Джабаль один из ученых-сподвижников. Он не простой сподвижник был, потому что, мы должны понимать, то, что сподвижники, они тоже различались друг с другом, да? Все они праведные люди, все они, иншаллах, обитатели рая, да? Но они друг с другом, между собой тоже отличались. Кто-то из них был более знающий,
Кто-то из них был более сильный, кто-то был более слабый, кто-то был, допустим, не так силен или же не столько много знаний, как у других сподвижников. И поэтому, когда, допустим, мы открываем сборники хадисов, мы можем увидеть то, что имя Абу Хурайра повторяется столько-то много раз, да? А имя какого-нибудь сподвижника лишь единожды, или дважды, или трижды повторяется, например, в этом сборнике. Поэтому они тоже отличались. Муаз ибн Джабаль – это был один из самых знающих сподвижников. И в хадисах сообщается то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: самый знающий о халяле и хараме моей уммы – это Муаз. И именно Муаза пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед своей смертью отправил с дагватом в Йемен, чтобы он призывал людей к исламу, призывал людей к поклонению лишь одному Аллаху субханаху ва тааля. И это было их последнее, получается, разлучение, и он после этого не застал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого пророк уже умер. И Муаз ибн Джабаль на молитву Айша Ясту приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Приходил, с ним вместе молился, а затем, когда он совершил намаз вместе с пророком, уходил, возвращался к своим близким, да, как говорится, в свою деревню или пригород, так можно сказать, да, возвращался туда и молился уже там со своим джамаатом, с людьми, которые жили там. И Муаз, он, конечно же, богобоязненный, знающий сподвижник, да, когда встал на намаз, он в один из намазов начал читать суру Бакара. В ясту намазе, да, сура Бакара это 50 примерно страниц, 45 страниц, да, и большая сура, чтобы ее прочитать, даже тот, кто быстро читает, он за час управится ли, вопрос, да, начал читать суру Бакара. И один из людей, который стоял в намазе за Муаз ибн Джабалем, не выдержал, вышел с намаза. Вышел, потом отошел в сторонке, сам прочитал ясту и ушел. И когда намаз завершился, ему сказали: вот такой-то человек вышел с намаза, говорит, да, потом сам прочитал и ушел. И Муаз ибн Джабаль говорит: это, говорит, мунафик. Это лицемер, говорит, потому что нормальный верующий так не поступает, да, нормальный верующий, он до конца выстоит, дослушает суру Бакара и так далее. И этот человек обиделся. Просто так его назвали мунафиком, да, он не является лицемером, потому что мунафик, лицемер, это тот, который снаружи показывает ислам, но внутри хранит гнев, ненависть, нелюбовь к Аллаху, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к его религии. Вот это вот лицемер. А у него не было такого. И он пошел, пожаловался пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит, да, то, что мы, говорит, целый день работаем. Мы работаем своими руками, да, а затем, говорит, поим животных, которые работают на полях, да, и поэтому устаем. А он, говорит, читает суру Бакара и потом долго стоит, да, долго читает. И когда это услышал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он очень сильно разозлился. И сказал: «Афаттанун анта я Муаз». Ты разве смутьян? Ты фитнач, да, о Муаз? Ты являешься фитначом? Являешься смутьяном? И повторил это 3 раза. И после этого сказал: не читай так суру Бакара. Читай, говорит, суру Шамс и суру Лейль. Сура Шамс и суру Лейль. Ва шамси ва духаха, валь камари ида талаха, валь лейли ида ягша, валь нахари ида таджалля. Вот эти вот суры, они короткие суры. Сура Шамс это полстраницы, сура Лейль тоже полстраницы. И сравните, да, сура Шамс, где сура Шамс и где сура Бакара. Именно по объемам. Совсем различающиеся суры. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подобным образом указал Муазу, что если ты имам, ты учитывай состояние своей паствы, да? Учитывай состояние людей, которые молятся за тобой. И еще один момент, который вот хочу сказать, да, вот Муаз ибн Джабаль не вытерпел, когда человек вышел с молитвы, когда человек не дослушал суру Бакара и вышел. А наше время, мы сейчас что мы делаем, да? Мы не только вот в такие моменты, да, срываемся, мы срываемся намного мелкие и такие в простых моментах. У нас иногда, если вдруг, не дай Аллах, кто-нибудь забудет выключить телефон в намазе, и если, не дай Бог, у него зазвонит телефон, после намаза ему могут сказать: ты шайтан, да? А узубилля, там, телефон не выключил, там, и так далее, и так далее. Ну, да, это плохо, когда телефон играет в намазе, сбивается там с толку, там, и так далее, да? Но мы забываем иногда. Мы же это не специально делаем. Никто из нас не хочет, чтобы в намазе играло, допустим, там звонок и всем мешал. Но когда вот из-за такой вещи как бы срываются и называют его шайтаном, это как бы уму непостижимо. Вот где наш сабр, да, где мы срываемся, а где срывались сподвижники. И поэтому они тоже были людьми, тоже такими же, как и мы. Но они, да,
намного были терпеливее и намного были людьми, которые даже если ошибался, он сразу же возвращается к истине, сразу же кается, сразу же исправляет свою ошибку. А мы не хотим исправлять свои ошибки. Мы живем с этими ошибками, мы не работаем над собой, мы не исправляем самих себя. И поэтому вот такое вот сравнение как бы со временами сподвижников и с нашими временами, да, и, конечно же, удивительно. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: короткие суры читай, учитывай положение людей. Однако нужно сказать то, что если люди, молящиеся за имамом, привыкли к тому, что он читает долго, да, то тогда имаму можно удлинять. Это не безоговорочно, да, бескомпромиссно, только короткие суры. Нет. В зависимости от людей, поэтому можно читать и подлиннее, если люди готовы, если люди об этом уже знают, то что этот имам читает длинно. И также сообщается то, что во время Рамазана праведные предшественники увеличивали чтение Корана. И некоторые делали хатам в 3 дня, некоторые хатам делали, то есть полностью прочитывали Коран в намазе таравих там, в 5 дней, в 6 дней, в 10 дней, например, да. И когда однажды спросили у имама Ахмада, да, один из его учеников спросил, который был имамом в Рамазане во время таравиха, что мне читать, сколько мне читать? И тогда имам Ахмад, который жил в 3 веке, да, по хиджре, в 3 веке, а мы сейчас в 15 веке живем, да, сколько между нами разницы, сколько времени прошло, он сказал: эти люди, которые молятся за тобой, слабые люди, и поэтому читай с ними, говорит, по 5, по 6, по 7 страниц. По 5, по 6, по 7 страниц. И этот его ученик говорит: и когда я начал читать подобным образом, я закончил Коран, закончил делать хатам в 27-ю ночь. В 27-ю ночь. То есть приблизительно как и мы. Приблизительно как и мы. Да? Но наше положение, опять-таки, наши реалии настолько печальны, что мало кто из людей вообще может выдержать на протяжении месяца Рамазан весь хатам. Вот я, как сказать, не спрашиваю ни у кого из вас. Пусть просто сам себе каждый задаст вопрос и сам на него же ответит про себя, да, в мысли на своей голове. А вот мы выстояли весь Рамазан, все 30 дней, прослушали хотя бы один хатам за имамом. Мы хотя бы присутствовали во время таравиха, да? Да, мы можем сами себя оправдывать, жалеть самих себя. Ой, я уезжал, ой, я болел, ой, там жене нужно было там в магазин сходить, да, ой, там дети, что-то там еще было, да. Мы можем миллион всяких отговорок самим себе найти. Но однако, да, все равно вопрос остается вопросом. А мы выстояли вообще? Нет, в месяц Рамазан хотя бы один хатам, один джуз в день смогли выслушать, не то что читать самим, а хотя бы выслушать от имама смогли, да? А это во времена имама Ахмада считалось люди слабые, да? Слабые люди, они могут лишь выдержать лишь один джуз в день, да? Лишь могут один хатам за весь Рамазан могут выдержать. И поэтому опять-таки наше положение очень печальное, да, которое ни в какое не идет сравнение с временами праведных предшественников. Также сообщается в хадисе, который пришел в сборнике Сахих аль-Бухари и Сахих аль-Муслим, со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, он сказал, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был самым щедрейшим из людей. Однако, когда наступал месяц Рамазан, его щедрость еще больше увеличивалась. Когда он встречался с Джибраилем, он изучал Коран. И когда Джибраиль приходил к нему каждую ночь из месяца Рамазан, он вместе с ним, вместе с пророком, саллаллаху алейхи, изучал Коран. И когда, говорит, пророк, саллаллаху алейхи, встречал Джибраиля, да, он был настолько щедр именно в совершении благих дел, то он даже был щедрее, чем ветры, которые приносят дожди. Ветры, которые приносят дожди. Ну, это сравнение, оно прямо, как сказать, ощущается именно в арабских странах, потому что когда там приходят дожди, они обильные, они очень сильно орошают, и после них вот в пустыне как будто жизнь начинается, да? Был песок, было все желтым цветом, да, а потом все озеленилось, да, все покрылось как бы живностью, да, и такое ощущение, как будто вот пустыня зажила, да. И поэтому щедрость пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она была обильнее даже, чем те самые дожди, которые проливали воду в пустыне. И также сообщается то, что праведные предшественники, некоторые из них, например, Ибрахим ан-Нахаи, он прочитывал Коран в последние 10 дней каждые 2 дня,
а в остальные дни месяца Рамазан прочитывал Коран за 3 дня. То есть в день сколько читал, получается? В день по 10 джузов. 3 дня, а когда наступал уже последние 10 дней, чтобы найти Лейлатуль Кадр, да, он прочитывал Коран за 2 дня, уже 15 джузов читал в день. Также Катада, один из известных ученых, да, он прочитывал Коран полностью каждые 7 дней вообще, на протяжении всего года, и каждые 3 дня в месяце Рамазан. Но когда наступали последние 10 дней месяца Рамазан, он прочитывал Коран каждую ночь. Также имам Зухри, да, это один из великих табиинов, учеников, сподвижников, он сказал, то, что когда начинался месяц Рамазан, да, когда начинается месяц Рамазан, то это месяц чтения Корана и кормления постящихся. Имам Малик говорил, то, что имам Малик, когда наступал месяц Рамазан, он убегал переставал преподавать хадисы, переставал вести различные кружки знания и полностью целиком себя посвящал чтению Корана. Также Суфьян ат-Таури, один тоже из великих ученых, когда наступал месяц Рамазан, то имам Суфьян ат-Таури, он полностью посвящал себя поклонению, айбадату, и читал только лишь Коран. Ну, наш Рамазан в нашей стране и вообще как бы в нашей мечети, если вы помните, да, были уроки. И это не говорит о том, что как бы мы специально это делаем, чтобы не быть похожим на них, да, на праведных предшественников. Нет. Все-таки их реалии немного отличались от наших. У них, да, практически все люди обладали знаниями, все люди знали халяль, харам, выполняли предписания Аллаха, субханаху тааля, читали намаз и так далее, и так далее. И то, что человек и ученые в месяц Рамазан уходили от преподавания и занимались только Кораном, это не было во вред остальным людям, которые окружали их. Наоборот, это было пользой. И остальные люди тоже начинали читать Коран и посвящали в поклонение. Но у нас, в наших реалиях, когда наступает месяц Рамазан, в мечеть приходят люди, которые раньше еще не были в мечети. Много братьев, которые начинали читать намаз именно в месяц Рамазан. Приходили в мечеть, начинал поститься, а там, оказывается, в мечети ифтар делал, на ифтар приходил, а оказывается, там таравих тоже читает, на таравих оставался. И вот подобным образом он как бы зацеплялся и начинал молиться. И если месяц Рамазан оставить без каких-либо вагазов, без каких-либо уроков сухим, да, то, возможно, имаму от этого вреда-то и не будет, да, но людям, которые приходят в мечеть, от этого будет вред точно. Почему? Потому что кто из нас скажет то, что у нас полно знающих, полно соблюдающих людей, выполняющих предписания? Таких очень-очень мало. И поэтому, если даже и в месяц Рамазан не прекращать работу, то в итоге мы можем упустить тех людей, которые специально пришли в месяц Рамазан в мечеть. И поэтому наши реалии, конечно же, отличаются немного, да, от реалий праведных предшественников. И поэтому у нас оставлять уроки, вагазы иногда даже чревато тем, что человек может, наоборот, охладеть, да, наоборот, не чувствовать у себя подъем духовный, да, не чувствовать увеличение своей богобоязненности и смотреть может на все это легко. Поэтому необходимо, да, и имамам, и хазратам, и преподавателям, и молящимся, которые приходят, чтобы сидели и слушали вместе с Рамазан, изучали, понимали, да, вопросы из религии для того, чтобы увеличивать свои знания и увеличивать свою богобоязненность. Вот. И это то, что касалось темы Коран и месяц Рамазан. Иншаллах, следующая тема, она уже будет с Юсуф Хазратом, я надеюсь, да, то, что понимание Корана и делать деяния, благодеяния на основе того, что было ниспослано в Коране. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا